Макдоналдса, Хамсернокости. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Вышла посмотреть, что же у нас тут на улице. А здесь тишина. Тишина, только каркают вороны. Но погода такая, знаете, холодно, но солнечно. Сегодня 1 марта, первый день весны. И я нас всех поздравляю с этим днем. И желаю, чтобы вам всем, нам всем здоровья, удачи, терпения, сил и всего хорошего. Ну и, конечно, мира на земле. Сегодня очень такая приятная погода, солнышко. Я поэтому вышла. Как видите, у нас лежит иней. И такой идет аромат. У нас соседи пекут булочки на продажу. И такой вот приятный аромат выпечки. Так что мне аж самой захотелось что-то приготовить. Но сегодня не получится. Сегодня мне нужно делать заказ. И поэтому выпечка, наверное, вряд ли будет сегодня. Но очень захотелось. Так что буду на днях что-то печь. Пирожки, пирожки, да. Ну, пусть будут пирожки. Пирожки, булочки, пироги. Что-нибудь такое. Вот так вот. Старший сын уже уехал на работу. Средний еще нет. Ибрагим на дистанционке у нас. Ну, вот как-то так. Пойдемте. Мне нужно поработать немножко. Ну что, друзья, я снова, значит, с вами. И с курочками. Так, у меня сегодня заказ такой. Ну, с этим заказом были еще котлеты. Но котлеты я пожарила, отправила. А курочек у меня просто не было на тот момент. И обещала отправить уже сегодня. В принципе, мне нужно было их отправить, конечно, замороженными. Но я вовремя не успела. Кур мне привезли поздно. И вот я сейчас быстро их замариную. Мне не надо их готовить. Мне их нужно просто замариновать. Разделать, помыть. Осмолить я уже осмолила. Значит, пеньки вроде бы сняла, но еще по ходу действия тоже буду выбирать. Кое-что бывает. Так, курочки у меня, у нас... Ой, сейчас... Курочки, значит, у нас то дешевеют, то дорожают. На этот раз тушки вот одна 2 500, остальные по 2 300. Так, вот так вот. И теперь, значит, как я сказала, мне нужно их замариновать. И надо было заморозить. Но мы с вами знаете, что сделаем. В принципе, я так... Это моя постоянная клиентка. Она также всегда покупает у меня именно замаринованные. Это удобно. Ну, человек работающий, не буду говорить где и что, но она работает, у нее нет, наверное, времени на это все. Семья пришла домой, даже не размораживая, уже готовую курочку можно в духовочку, если даже без овощей, так с овощами, с любым гарниром. Короче, что хочет, то она и может с ними делать, уже готовые. Вот так вот заказывает по 4, по 5 курочек. Частенько. Вот. Ну, это у нее, скорее всего, я вам скажу, потому что для наших семей 4 курочки это немного. Просто она, скорее всего, это делает как бы экстренно. Остальное время она, наверное, готовит. Не наверное, она готовит, да. Просто это на экстренный случай. Вдруг пришел гость или еще что-то, а у нее не готово, да. Она пришла с работы, ей нужно срочно. Наверное, так. Я не знаю. Я просто знаю этого человека, но я не знаю никогда в жизни. Не знаю, чем, как, что у них дома. Я просто вам говорю, если что, вот кто-то работает, да, девчонки работают. Сейчас очень много женщин работающих, хотя и раньше мы работали, да. Просто много вопросов бывают. Почему заказывают, почему то, почему все. Ну вот, заказывают, потому что хотят. Так, еще чашку положить. Так, сейчас я, наверное, не буду показывать. Или покажу, как обычно, в ускоренном темпе, как разделываю, да. А потом уже снова маринад вам покажу. Может быть, просто дело в том, что, может быть, и надоело и со своими курями, и со своим маринадом.
Ну, не все же смотрят ролики, одни и те же ролики, да. Идут новые подписчики, поэтому, мне кажется, это не будет лишним, если даже я покажу. Ну, вот сегодня я занимаюсь этим. Вот. Если что, напишите. Если вам не хочется, чтобы я показывала каждодневную свою работу, я не буду. Вот так вот. Ну вот, если вам не нравится, что я показываю, что я делаю каждый день, значит, не будем показывать. А так, ну вот так вот проходит мой день с какими-то заказами, с какими-то проблемами, разговорами. Если честно, если бы, наверное, я долгое время не хотела делать заказы, но уже поняла, что, в принципе, это мне нужно. Сидеть без работы, во-первых, я и так не могу, даже не из-за денег. А, во-вторых, сейчас, когда уже бывает какая-то свободная минута, сразу лезут какие-то мысли в голову, и все идет не туда, куда нужно. Поэтому, работая, отвлекаясь, общаясь, у меня проходит время, и проходит оно намного легче. То первые дни это было вообще, конечно, очень сложно. Вот. Что бы кто бы ни говорил. Так, ну куры не очень большие, поэтому и по цене не очень дорогие, поэтому и замороженные я на 100 рублей дешевле делаю. Раньше были на 100 рублей дороже. Так. Потому что куры были дороже. Вот они, не знаю, где, почему и как вот эти цены устанавливаются. Какое-то время у них цена взлетает, какое-то время она падает. Вот так вот. Ну все, дальше, наверное, будет в ускоренном темпе, я не буду разговаривать. Ну что, все, курочки разделаны, помыты. Теперь оказалось, что все большие чаши у меня заняты, поэтому я по 2 курочки буду делать, ну, мариновать, да. Значит, все у меня будет в описании. Тут, ну, килограмм 5 получается. Давай чуть меньше, чуть больше. Короче, без горки столовая. 2 столовые ложки соли. У меня соль адыгейская. Это, по-моему, даже не адыгейская или грузинская. Ну, в этом плане что-то. Можно в одну чашечку собрать и так промариновать. Ну, намазывать на сало. А можно и так. Ну, и 2-3 ложки соевого соуса. И вот соли уже, можно сказать, хватит. Так, дальше. Что у нас дальше? Сейчас ложечку протрем. Так, как я и раньше говорила, не все любят, ну, не все кладут черный перец, но я и кладу его. Красный жгучий перец. Он у меня такой вот хлопьями, очень симпатичный. Так, и чесночный перец. Свежий чеснок класть я не буду, а просто вот такой вот чесночный перец. Так. И такие вот 2 хорошие ложки паприки. Так вот, даже можно чуть побольше. Так, можно сюда и горчицу. Обычную нашу горчицу. Можно дижонскую горчицу. Кто как любит. Ну, я вот добавлю в один замес, наверное, обычную горчицу. Вот так, чайную ложечку, да, вот так вот все. Если я в тот раз жарила с овощами, там, в принципе, не нужен был мед. Но и сейчас у меня просто, я заказала, мне привезут мед, но пока еще не привезли.
без меда. С медом получается такая хорошая корочка. Красная корочка получается. Так, да, и растительное масло. Так, в основном у меня как-то заказчики с майонезом не заказывают. Бывает редко, что хотят, чтобы был маринад с майонезом. Ну, тоже вкусно. Мне нравится и с майонезом курочка. Особенно Мадине, моей дочке, тоже нравится с майонезом. И все, вот теперь вот так вот тщательно перемешать и оставить немножко настояться. И потом уже можно замораживать. Ну, настояться может и час, и два, в принципе, да. Если не замораживать, то сразу в духовку. Минут 15-20. И то хватит, если вы хотите сразу жарить. Так, по-моему... нет, прикрепила. Думала, что я микрофон не прикрепила. Так вот. Ну и тем же макаром будет и вторая курица замаринована. А потом я покажу, что я буду делать. Может быть, кому-то пригодится. Может быть, я делаю неправильно. Напишите, как вам понравилось то, что я делаю сегодня, да? Вот так вот. Все. Ну, потом, если при запекании, можно немножко чеснока добавить. Будет уже свежий аромат чеснока. А так сейчас будет идти такой вот ненавязчивый запах чеснока. Будет от, ну, вот такого вот сухого чеснока. Да, вот так вот у меня в таких банках. Я все эти приправы свои вот в больших банках. У меня и перец, и все. Вот так вот. Так, ну все, теперь я дальше замариную и подключусь. Ну вот я уже начала работать. Смотрите, курочки у меня уже больше получаса постояли, мариновались. И вот так вот я заворачиваю их в пленочку, каждый кусочек. И знаете, во-первых, мне сейчас это так удобно, потому что я буду отправлять не замороженными. Я не успела их заморозить. Но даже если я бы успевала, я бы все равно вот так вот бы их заморозила. Потому что это очень удобно. Вот. Например, ну не нужна нам вся курочка, да. А когда мы вот заморозили и всю курочку вот туда положили в один пакетик, да, но они все равно как-то слипаются по-любому, да, мне кажется. И я всегда и для себя, в основном, когда у меня есть время, вот так вот каждую часть заворачиваю отдельно в кулечек, ну, в пленочку, а потом уже одну курочку кладу в кулек. И уже, если вдруг мне нужна только одна или две части, я спокойно их вынимаю. Они не слипаются, ничего с ними не происходит. Все, пленку снял и в духовочку или куда хотите, или в сковородку готовить. Поэтому вот так вот я их сейчас заворачиваю. Ну, вот так вот на противень, на листочек, на лист, на хоть куда, хоть в эти лоточки для заморозки можно положить и заморозить. Ну, а я сейчас их просто так сразу же, вот это уже одна курочка получается, по одной курочке отправлю. Даже если я вот так вот сейчас сложу их в кулек, они уже не друг другу не слипнутся, они заморозятся прекрасно, и она их может спокойно себе вытащить. Вот. А если бы я просто заморозила и ну, в смысле, замариновала бы и в одном кульке и отправила, то, конечно, они бы вместе слиплись бы. Все, вот это вот одна курочка. Она сейчас сама себе их заморозит, потом будет доставать, когда хочет. И также можно и дома, мне кажется. Вот я хоть, ну, показала вам, как это можно сделать. Хотя это тоже, наверное, многие знают или знали, или делают. Ну вот, как-то так, друзья. Вот так вот пленочку завернула. Да, немножко расходнее пленку расходуется, но ничего страшного. Вот. Дальше я сейчас продолжу это. И не буду вас отнимать больше времени. Так, ну вот и все. 4 курочки замаринованы. И сейчас отправляются к клиентке. Озю Ильцарс. На здоровье.